Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре среда, 9 августа. Количество выданных знаков ГТО в республике выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил руководитель регионального Минспорта Василий Петров. За 3 года в рамках федерального проекта «Спорт. Нормы жизни» в регионе создано 23 площадки для подготовки к сдаче нормативов комплекса. На каждой из них есть более 20 наименований тренажеров и турников. Причем они пользуются популярностью среди жителей разного возраста. Как подчеркнул глава республики Олег Николаев, в Чувашии созданы все условия для сдачи норм ГТО. Растет и количество желающих проверить свою физподготовку. В рейтинге реализации программы республика заняла 9-е место среди 85 субъектов страны. К движению уже присоединились порядка 300 тысяч жителей региона. Из них почти треть получила знаки отличия. Во втором квартале этого года нормативы сдали более 20 тысяч человек. Олег Николаев отметил, что необходимо привлекать жителей к прохождению испытаний комплекса ГТО еще активнее. Мы должны максимально взаимодействовать с общественными организациями различного назначения, спортивными, культурными, молодежными и другими, с тем, чтобы как раз их инициативы, в том числе, или чтобы они проявляли инициативу и соответствующим образом вовлекали в этот процесс. Но то, что молодежь у нас активно участвует, это, конечно, радует, но при этом у нас есть и другие категории населения, других возрастных групп, которые с удовольствием участвуют, если все это правильно организовать. Вечерние рейсы Валдаев из Чебоксар в Казань будут отправляться на час раньше. Это связано с сокращением светового дня в середине августа. Напомню, сейчас скоростные суда курсируют между двумя столицами ежедневно в 8 утра и в 4 часа дня. С 15 августа все вечерние рейсы по этому маршруту будут отправляться в 15:00. Сегодня в селе Ишлей Чебоксарского округа пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы Чувашии». Лучшие кулинары республики представят блюда национальной кухни в традиционном и современном исполнении. На фестивале можно будет не только попробовать различные кушанья, но и принять участие в мастер-классах по приготовлению блюд и разукрашиванию пряников. Гостей также ждет праздничный концерт. У конкурса «Лучший водитель такси в России» появился свой талисман. Новый символ для соревнований нарисовал 10-летний житель Тулы. Символом праздника станет ростовая кукла в образе таксы-таксиста, которая будет приветствовать гостей. Ее придумал 10-летний Денис Чижевский и отправил на конкурс «Нарисуй талисман». Жюри выбрало работу юного художника из 80 рисунков. Напомню, конкурс профмастерства пройдет в Чебоксарах с 14 по 17 августа. В нем примут участие таксисты из 32 субъектов страны, ставшие лучшими на региональных этапах. Август решил подарить жителям Чувашии по-настоящему летние и жаркие дни. На этой неделе столбики термометров преодолеют отметку плюс 30 градусов. В связи с этим в Чебоксарах активно поливают улицы. Такую процедуру нужно проводить именно на пике жары в обеденное время, чтобы спасти трассы от деформации. Профессиональная спецтехника выходит на дороги, ее маршрут проходит по всем автомагистралям города, где движение транспорта особенно интенсивное. Благодаря охлаждению асфальт не поплывет. Охладиться в жару не прочь и жители региона. Отправляясь на отдых, не забывайте о правилах поведения на водоемах и купайтесь только в оборудованных для этого местах. Хорошего дня, оставайтесь на телеканале «Россия».